Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы начинаем сборку гидропонной установки. Для того, чтобы собрать гидропонную установку, необходимо приобрести деревянный брусок размерами 4 на 3, длиной 2 метра, можно взять 1,5. Следующее: труба ПВХ диаметром 100 мм, длиною 1,5 метра. Следующая труба из ПВХ диаметром 50 мм. Длина можно взять полметра. Следующие отводы угловые на 90 градусов, таких штук 8-7, можно 7. Так, редукторы, то есть это являются переходниками, пластиковые ПВХ от диаметра 100 мм на 50. Заглушка 1 штука на 50 мм. Следующие хомуты пластиковые для крепления ПВХ труб под диаметр 100 мм. Горшки цветочные пластиковые мы выбрали диаметром 9 мм, по высоте 6,5, можно и немножко больше. И муфта пластиковая, таких у нас 4 штуки, диаметром 100 мм. Для того, чтобы все это собрать, нам необходимо использовать инструменты. Инструменты входят пила по металлу, или мы ее в народе называем ножовка. И так как полотно является по металлу, им резать или срезать ПВХ пластиковые трубы можно очень легко. Ножовка по дереву, резак, или мы говорим канцелярский нож, метровка, линейка, фломастер, карандаш, уровень, линейка, можно металлическую, можно деревянную, шуруповерт, дрель сразу у нас установлена с коронкой по дереву, для того, чтобы произвести отверстие в ПВХ трубах. И основное — это саморезы. И теперь мы с вами приступим к установке стойки для гидропонной установки. Начинаем установку гидропонной установки. Возьмем чертеж, посмотрим наши размеры. Размеры составляют основной конструкции. Будем брать их по миллиметру и будем их размещать на наших материалах. Сделаем первую стойку. Первым размечаем. Основная стойка будет 2-метровая или 2000 миллиметров. Сделали разметочку. Берем следующую. Это у нас будет поперечная, боковая. Боковая по размеру 1,60 м или 1600 миллиметров. Эта боковая деталь, или мы говорим, то есть брусок, будет наискос. Следующую деталь возьмем мы нижнюю поперечную часть. У нас размер 85 сантиметров или 850 миллиметров. Начнем разрезать. Берем для этого ножовку по дереву, установим его правильно на верстаке или на столе и начнем резать.
размечаем. И распиливаем. Остатки брусков нам могут пригодиться, поэтому мы их не выбрасываем. Следующее, что нам необходимо сделать, это, соответственно, разрезать поперечный брусок под искос, или, как мы говорим, под углом. Следующее мы что делаем? Устанавливаем его на ровную поверхность и разметим его угол. Это первая наша стойка. И снова мы его отрежем. Угол можно отрезать непосредственно, конечно, ножовкой или угломером и так далее. Мы все делаем своими руками. В дальнейшем, соответственно, сейчас мы начнем его резать нижнюю часть, подравнивать, ну, скажем, на ось, да, первую и заднюю часть, переднюю и заднюю часть. Теперь мы начнем крепить вот эти наши вырезанные деревянные бруски. Возьмем сверло, закрепим его тройку, так как у нас саморезы небольшие, и брус у нас тоже, ну, скажем, тонкий такой. Саморез у нас на 4,5 в длину. Диаметр где-то около 5 миллиметров. Сверло у нас на 3. Берем соответствующие бруски наши и приступим к креплению. Для чего мы берем сверло? Для того, чтобы у нас брусок не раскололся. Не раскололся на две части и, скажем так, чтобы саморез удерживался или входил более легко. На деревянном бруске 2-метровым размером мы сделали разметку. Под нашим углом второго бруска мы установили 140 сантиметров, или мы говорим 1400 миллиметров. Сделаем 2 отверстия для того, чтобы конструкция была более прочной. Почему мы отступили от нижней части? Соответственно, могут быть неровности в полах. Чтобы конструкция у нас, ну, скажем так, не расшаталась, мы его немного приподняли. В данном случае сейчас мы начнем вносить саморезы, закручивать саморезы.
наш деревянный брусок и его сейчас закрепим. Конечно, неудобно очень одному работать, но можно. Вот такая конструкция, или мы как говорим, стойка для гидропонной установки. Возьмем трубу на 100 мм диаметром, установим муфту. Соответственно, муфта должна входить плотно, поэтому мы его прижмем. То есть здесь нужно усилие. Или, конечно, замочить желательно водой или с мылом, да, то есть вода с мылом. Тогда она более легко у нас войдет. Следующее мы возьмем редуктор и тоже установим его непосредственно на муфту. Наши размеры смотрим. Вроде бы все верно. Так, даже не вроде, а уже точно верно. Возьмем середину, найдем этой трубы, так как у нас труба 1,5 метра. Отметим половина, соответственно, это у нас будет 72, приблизительно 72 сантиметра или 720 миллиметров. Следующее действие: нам необходимо определить, где у нас будут устанавливаться чашки. Чашки, или мы говорим стаканы, для наших растений. Возьмем и отметим от середины. От середины умерем по 10 сантиметров. Соответственно, это будет между рядием по 20 сантиметров. Разметки мы установили. Сейчас нужно нам определить середину чаш для сверления отверстий. Можно это сделать на глаз. Почему мы выбрали именно от середины? Потому что у нас у стойки размер 120 сантиметров или 1200 миллиметров. Соответственно, должны быть крепления для них. А чтобы крепление закрепить на эту трубу, соответственно, нам необходимо определить точные значения этих отверстий. Теперь в дальнейшем нам необходимо взять дрель. Почему дрель? Потому что более усиленный или мощный элемент сверления должен быть у дрели. Опустим его на ровную поверхность, для удобства сверления. Прижмем, можно прижать ногами. Можно, конечно, выбрать какие-либо, например, дополнительные установки, верстак. Так, соответственно, в коронка у нас 76 сантиметров, 76 миллиметров по диаметру. Теперь нам необходимо вынуть высверленную трубу ПВХ. Зачищать мы будем канцелярским ножом, хотя можно было бы и взять наждачную бумагу.
Обычная наждачная бумага, было бы проще, да? Ну, канцелярский у нас тоже справляется очень прекрасно. Изнутри и снаружи мы их снимаем. Проделать необходимо с каждым отверстием, чтобы в дальнейшем не порезаться. Соответственно, сейчас мы начнем устанавливать нашу трубу, заготовленную из ПВХ, непосредственно на нашу установку, или, как мы говорим, наш каркас. В первом случае мы возьмем, установим хомут, выберем, где будет у нас установлен сам бак, и, соответственно, возьмем максимальное значение высоты. Хомут устанавливаем, крепим максимально, чтобы он у нас удерживался. Второе, соответственно, мы берем, немножко делаем под уклоном, а для того, чтобы сделать уклон, нам необходимо установить саму трубу ПВХ. Ну, устанавливаем трубу. Проверяем уклон, для того, чтобы у нас была самотечная система. Взяли мы уровень и смотрим. По уровню определили уклон и сделали разметку, где будем устанавливать следующий наш хомут. Сделав разметку, можно убрать трубу. Для того, чтобы установить вторую трубу ПВХ, необходимо тоже опять же разметить. Возьмем, соответственно, у нас как имеется уклон, мы должны взять 10 сантиметров. Устанавливаем хомут для второй трубы. Продолжаем. Далее необходимо установить отводы. Отвод устанавливаем. Для того, чтобы установить отвод, чтобы проходила жидкость или вода наша, соответственно, мы должны трубу на 50 разметить, подрезать и установить. Ну, остался у нас последний элемент, это заглушка для внесения, скажем, воды. И для того, чтобы заглушка у нас работала правильно, необходимо установить шланг. Свернем. Сверло, конечно, у нас небольшое по диаметру. Сейчас нам придется немножко изменить отверстие. Но думаю, здесь ничего страшного. Есть у нас дополнительный
инструмент, конусный брусок для отточки, и мы смотрим, у нас имеется шланг. Теперь попробуем вот, отлично получилось. И заглушку мы вносим вовнутрь нашей гидропонной установки.